Старавшин-город-музей – древний центр торговли и ремесел, один из древнейших городов Центральной Азии. В 2002 году в Старавшине широко отмечалось 2500-летие города. Город основан в веке до нашей эры ахеменидским царем Киром, укрепившим поселение 3 рядами стен и цитаделью. На территории Старавшина располагалось городище Муктепа, место проживания местной аристократии, возводившей тут многочисленные замки со своеобразной выразительной архитектурой. Об этом свидетельствуют обнаруженные поселения Бунджи-Каткалы и Кахках и Чильхуджра, имевшие хорошо укрепленные сооружения с дворцовыми и культовыми постройками, украшенными росписями и резными панно. В Бунджикате, в частности, была обнаружена роспись с изображением волчицы, кормящей 2 младенцев, свидетельства контактов Запада и Востока. На холме Мук, где располагалась резиденция местного правителя, до наших дней сохранились лишь ворота с куполом и колоннами по бокам. В годы арабского владычества Старавшин стал провинцией арабского халифата. В это время появляются исламские архитектурные сооружения, портально-купольных конструкций, мечети, медреси, мавзолеи, минареты и бурное развитие Старавшина связывают с правлением первой этнической таджикской династии саманидов XX века. В Зияе веке город был разрушен монголами. Второй период расцвета Старавшин переживает в веке, когда формируется могущественная империя тимуридов. Теперь город именуется как Уратюбе. В веке Мавераннахр, а вместе с ним и Уратюбе теряет свое значение в результате образования нового государства шибанидов со столицей в Бухаре. В Зияе веке Уратюбе вновь получает развитие. Именно в это время были укреплены цитадель и стены крепости, реставрированы старые и возведены новые сооружения, способные выдержать атаки многочисленных кочевых племен, атакующих город. В 1886 году Уратюбе вошел в состав России. До наших дней в Старавшине сохранился ряд интересных исторических и архитектурных памятников, свидетельств яркого исторического прошлого города.